Во время пандемии одинокие пенсионеры и семьи, находящиеся на карантине, не остаются без помощи. Необходимые продукты и лекарства покупают и доставляют активисты Общероссийского народного фронта. Движение «Мы вместе» работает с самого начала пандемии коронавируса. За волонтерами тысячи добрых дел. На выезд с добровольцами отправилась и Дарья Вологжанина. День Дарьи Егора начинается с просмотра заявок от сыктывкарцев. Одним надо продукты купить, другим – лекарства. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки люди пожилого возраста попали в группу риска. Им помощь нужна больше всего. Обратилась к волонтерам и Галина Михайловна. Согласовав с пенсионеркой время доставки, добровольцы взялись за дело. Первая точка добрых помощников – супермаркет. В продуктовой корзине все по списку – фрукты, овощи, молоко. В основном это помогает продукты, лекарства доставить. Возможно, бывают такие случаи, когда необходимо сходить в поликлинику, получить рецепт для пожилых людей и в дальнейшем уже получить льготные лекарства для них. Ну и бывают, конечно, и другие случаи, когда нужна помощь, например, бытовые вопросы решать, либо еще кому-то помочь, когда пенсионеры одни, они не могут спокойно даже выкинуть мусор или еще что-то. Поэтому заявок много, и они абсолютно разные, и почти на каждом мы пытаемся помочь. Галина Михайловна попросила волонтеров заглянуть еще и в аптеку. У пенсионерки закончились нужные лекарства. Добровольцы снова достают список, теперь уже медикаментов. Купив все необходимое, они отправляются по адресу. Набирают номер квартиры на домофоне, поднимаются на этаж, но в квартиру не заходят. Передают пакеты через порог. Не забывают и напомнить пенсионерке, что акция не разовая. Обратиться к волонтерам можно в любое время. Это горячая линия акции «Мы вместе», волонтеры. Все, вы когда будете звонить в следующий раз, говорить, что вам нужна помощь, что необходимо, и вашу заявочку потом нам передадут, а мы уже дальше поможем. 8 800 234 11, да? Доставка от Общероссийского народного фронта работает уже не первый год. Появилась она еще в самую первую волну коронавируса. Сейчас заявок на порядок меньше, чем было тогда. Но одинокие люди и пенсионеры все еще обращаются к волонтерам. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано порядка 500 человек, которые готовы выезжать, оказывать помощь по заявкам. В Сыктывкаре это около 50 человек. Значит, ребята и молодые есть, и уже достаточно взрослые люди, которые в свободное время по возможности, значит, берут заявки на доставку продуктов, на доставку медикаментов людям, которые находятся дома на амбулаторном лечении и не имеют возможности выйти в магазин, в аптеку. Также много идет обращений от людей пожилого возраста. Основная масса заявок на доставку продуктов и лекарств, конечно, в крупных городах республики, в Сыктывкаре и Ухте. В сельских населенных пунктах развито так называемое добрососедство. Соседи помогают друг другу, не обращаясь в волонтерский штаб. Но попросить о помощи может каждый. Достаточно просто позвонить по телефону горячей линии, оставить заявку на портале «Мы вместе» или в сообществе ВКонтакте. Вам обязательно помогут. Дарья Вологжанина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.